Школьная международная биологическая конференция завершила 8-дневный лагерь, в котором приняли участие как абхазские, так и российские школьники. На протяжении 8 дней ребята исследовали различные аспекты биологии, включая ботанику, зоологию и биохимию, а также проводили эксперименты и отбирали пробы. Конференция стала итоговым мероприятием, на котором участники имели возможность представить результаты своих исследований. 2 года назад мы проводили подобный формат для абхазских ребят. На тот момент мы собрали порядка 30 абхазских школьников с разных районов. У нас тоже успешно прошла конференция в Абхазском государственном университете. И вот в этом году мы решили повторить опыт конференции. Мы плотно все эти годы сотрудничаем с АГУ, с факультетом биологии и биомедицины. Очень большие благодарности, конечно, выражаем, потому что коллеги очень понимают ценность и развития науки, и привлечения школьников к научной деятельности. И вот наша задача как раз знакомить ребят с академической работой, знакомить ребят с обработкой литературы, сбором данных. То есть у нас есть практикумы на курсах в каждом из них. И, соответственно, мы, кроме того, что ребята узнают что-то, они еще и, вот, по сути, продуцируют, делают свои первые научно-исследовательские работы. Гостем мероприятия стала вице-премьер Майя Цибулевская, выпускница АГУ и биолог по профессии. Она подчеркнула, что наукой можно заниматься в любое время и в любом месте. Наука, она такая подруга, которая всегда вам будет улыбаться, потому что вы готовы дружить с ней. И глядя на эти стены, которые сами говорят за себя, очень приятно видеть такое большое количество работ по зоологии, по биохимии, в частности, по экологии растений. Это все те дисциплины, которые на сегодняшний момент являются ведущими. И не зря биологию называют королевой наук, королевой естественных наук, потому что за биологией будущее. Это наука 21 века. Лариса Абухба, декан факультета биологии и биомедицины, рассказала, как появилась идея создания совместного научного лагеря для абхазских и российских школьников. Когда я узнала о его существовании, о том, что он проводится, для меня стало такой не то чтобы заветной мечтой, но целью, чтобы он стал совместным для абхазских и российских школьников. При первой же встрече, Никита, мы с вами это обсуждали. Но получилось не сразу. Сначала случился позапрошлом году лагерь отдельный для школьников абхазских, и была подобная конференция. Это было очень интересно, и очень многие дети загорелись и выбрали область своей дальнейшей деятельности все-таки в области биологии. Сегодня наши школьники объединены одной общей целью, одной общей любовью к науке и целью ее познать. Я благодарна всем педагогам, которые с такой искренностью, с такой самоотдачей относились к этим занятиям. Амилия Ашуба выступила с докладом на тему методы разделения нуклеиновых кислот, где она подробно рассказала о современных подходах и технологиях, используемых в молекулярной биологии. А Настя Понина представила доклад о крахмале и его роли в жизни растений, подчеркнув важность этого полисахарида как источника энергии и структурного компонента. Основными методами разделения являются изопекническое цитрофагирование и гель-электрофорез. ДНК и РНК имеют определенные физико-химические свойства, которые позволяют разделять их лабораторными методами. Благодаря наличию фосфатных групп нуклеиновые кислоты имеют отрицательный заряд. Также молекулы могут отличаться по размеру, форме и плотности, что позволяет разделить их при их разделении. Моя задача – понять, зачем нужен крахмал растению, как он, вообще что такое крахмал и как он влияет на растения. Провести эксперимент, чтобы убедиться, содержится ли он вообще в растениях. Конференция состоит из 2 блоков. Первый блок – пленарная сессия, на которой прозвучало 6 докладов с презентациями, а второй – постерная сессия, где школьники представили свои постеры. Основные цели этого проекта заключаются в развитии биологических знаний, формировании навыков академической работы и межкультурном обмене. Милана Агарба, Заур Лиев, Абхазское телевидение.